Если в целом говорить, то в республике вообще довольно высокая поддержка изучения татарского языка в школе. Это проблема, которая активно сейчас, не только сейчас, но и в 2000-х годах очень активно обсуждалась, поднималась, насколько вообще нужно изучать не татарам татарский язык. То я могу сказать, что результаты наших социологических исследований показывают, что примерно 2/3 участников наших исследований говорят о том, что татарский язык должен быть в школах. Другой вопрос, который волнует наших респондентов, это то, в какой форме изучать татарский язык в школах. Некоторые рассуждают о том, что, наверное, можно сократить количество часов на изучение татарского языка. Кто-то говорит о том, что можно его вести в факультативной форме. Те, кто говорит о том, что татарский язык нужно изучать в факультативной форме, и число тех, кто говорит о том, что надо его сократить, и число, третья группа тех, кто говорит о том, что надо татарский язык сохранить в тех же самых объемах, это примерно по 30% среди наших участников. Это говорит о том, что сегодня в республике нет такого единого мнения, каким образом нужно изучать татарский язык. Но, повторюсь, очень важно, что все-таки основная часть и не татар, а русская часть населения нашей республики говорит о том, что татарский язык все-таки нужно изучать, нужно сохранить его статус. Русские с пониманием относятся к тому, что татарский язык нужно изучать в школах, потому что татары должны сохранять свой язык, должны сохранять свою культуру, и народ, который соседствует с ними, должен поддержать их в этих устремлениях. Поэтому сегодня, в общем, довольно благоприятная ситуация связана с поддержкой, с отношением к татарскому языку, но вот актуальным является то, каким образом он будет изучаться в школах, насколько эффективна будет система образования, насколько будут иметь возможности выпускники школ получать образование на татарском языке, насколько будет востребован татарский язык. Сегодня самый главный вопрос, связанный с татарским языком, это, к сожалению, очень высокая мотивация к его изучению. Молодые ребята, их родители, школьники, студенты нам говорили, а что нам дальше с татарским языком? Да, вот мы сегодня его изучаем в школах, но дальше где мы можем его использовать? Понятно, что есть некоторая такая, скажем, ориентированная часть татар, которая понимает, что татарский язык нужен для того, чтобы сохраниться, для того, чтобы воспитывать в этих традициях своих детей. Но есть и такая часть и у татар, и у русских, которые, к сожалению, не видят для себя необходимости, смысла в знании татарского языка. И сегодня ключевой вопрос именно повышения мотивации, чтобы люди понимали, знали, для чего им нужен татарский язык. И на самом деле тут палитра вот этих возможностей, этих перспектив для татарского языка, она огромная. Татарский язык – это ресурс для вхождения в тюркский мир. Татарский язык позволяет сегодня выезжать в какие-то страны, налаживать какие-то экономические проекты, политические проекты. Поэтому вот если мы покажем вот эти вот дивиденды от знаний татарского языка, если мы предоставим возможности для того, чтобы люди на татарском языке с помощью татарского языка организовывали какие-то свои бизнес-проекты, наверное, можно ожидать повышения мотивации к татарскому языку. К концу советского периода национальное образование у татар практически прекратило свое существование. Достаточно сказать, что в Казани к началу 90-х годов существовала лишь одна татарская школа. Все остальные школы функционировали в сельской местности и предназначались для ограниченного числа татар, то есть для тех, кто живет в сельской местности. Городские татары, к сожалению, были практически лишены национального образования. Надо сказать, что в начале 90-х годов в Татарстане начинается активное строительство национального образования. Был принят закон о государственных языках Республики Татарстан, закон об образовании, которые объявили, что во всех школах республики два государственных языка, русский и татарский язык, изучают в равных объемах. Наряду вот с этим всеобщим обязательным изучением татарского языка во всех школах республики в Татарстане введена еще система национальных татарских школ и гимназий. И такие татарские гимназии и школы стали появляться в Казани и в других городах республики. В это время начинает формироваться учительско-педагогический состав для школ, начинает готовить и активно развивать подготовку учителей татарского языка и литературы в высших учебных заведениях Татарстана. В этот период начинают активно писаться учебники для тех, кто хотел бы изучить и должен изучать татарский язык в школах республики. То есть основные усилия были направлены прежде всего на школьное образование в 90-х годах. Но постепенно, одновременно с этим, стало развиваться введение татарского языка в дошкольных учреждениях, в детских садах республики, в средних специальных учебных заведениях и в системе высшего образования.
То есть стали появляться отдельные факультеты, на которых стало преподаваться те или иные специальности на татарском языке. Например, стали готовить медсестер, которые получали образование на татарском языке. Стали преподавать отдельные специальности в высших учебных заведениях. В частности, в Казанском строительном институте стали готовить сотрудников для строительной сферы, которые владели татарским языком. Его активно стали преподавать тем, кто работает в сфере социальных услуг. То есть в 90-х годах был сделан очень серьезный рывок в системе татарского образования. В 2000-х годах эта система стала несколько трансформироваться. Это было связано с введением некоторых федеральных законов, которые стали ограничивать систему национального образования в целом. И они коснулись многих народов нашей страны, это не только татар. К сожалению, национальные языки были введены в систему отдельного компонента, регионального компонента, который обузил возможности использования и изучения национальных языков. К сожалению, в некоторых регионах России в этот период были закрыты татарские школы, были закрыты высшие учебные заведения, в которых готовили учителей татарского языка. То есть, к сожалению, 2000-е годы они очень сильно подрезали, к сожалению, национальное образование. Большие вопросы стали возникать и с качеством обучения татарскому языку в школах Республики Татарстан. Родители и учеников уже перестали устраивать учебники по татарскому языку, литературе 90-х годов. Все больше стали выдвигаться требования о необходимости пересмотра приоритетов преподавания татарского языка. Я хочу напомнить, что в 90-х годах эти приоритеты складывались на том, что детей учили филологическим основам татарского языка. К сожалению, это была довольно сложная грамматика, сложные учебники, и дети выходили с не очень высоким знанием татарского языка. Сегодня, последние годы, родители справедливо призывают к тому, чтобы детей обучали коммуникационным навыкам, то есть дети, чтобы по окончании школы могли свободно разговаривать на татарском языке на какие-то обыкновенные простые темы. В последние годы подготовлены новые учебники нового поколения по татарскому языку. Здесь действительно произошла смена приоритетов, целей обучения татарскому языку. Вводятся новые инновационные методики, в частности, активно стала вводиться сингапурская методика изучения татарскому языку. То есть активно сейчас идет пересмотр системы национального образования. Но, тем не менее, конечно, сегодня мы наблюдаем, что это касается татарских национальных гимназий, конкурс и качество преподавания вот в этих национальных гимназиях, к сожалению, оставляет желать лучшего. Сегодня тоже там наблюдаются определенные проблемы, и одна из них – это то, что, к сожалению, в системе национального образования отсутствует преемственность различных ступеней образования. То есть дети, закончившие национальные гимназии, или дети, которые учились в русскоязычных школах, но изучали татарский язык, к сожалению, потом не могут получить образование на татарском языке. К сожалению, высшее образование в Республике Татарстан сегодня ограничивается подготовкой лишь учителей татарского языка и литературы. Именно они обучаются на татарском языке. Практически нет других каких-то специальностей, на которых можно было бы получить образование на татарском языке. Татарский язык в высших учебных заведениях ведется в форме факультативов в основном, по остаточному принципу. Ребята не очень охотно идут на эти факультативы, то есть практически отсутствует вот такая форма изучения, вообще отсутствует возможность изучения татарского языка в вузах республики. К сожалению, очень разная, тоже не всегда очень хорошая ситуация в среднеспециальных учебных заведениях. То есть то, что мы раньше называли ПТУ, СУЗы. Там, во-первых, они должны, по сути, изучать татарский язык в таких же объемах, как и в школе, потому что они должны получить среднее образование. Но мы, к сожалению, наблюдаем такую ситуацию, когда количество часов в этих среднеспециальных учебных заведениях гораздо меньше, чем в школах. Там по ускоренной программе не проходит татарский язык, полгода, год, и это, конечно, не хватает на то, чтобы все-таки как-то усвоить татарский язык. Надо обратить внимание на то, что в среднеучебных заведениях очень много ребят из татарских сел приезжают к нам учиться в Казань, другие города республики. Ребята, которые хорошо владеют татарским языком, для них он является основным средством коммуникации, они плохо владеют русским языком, и для них, конечно, определенный тут дискомфорт возникает в связи с тем, что они не владеют достаточно русским языком, а татарский язык практически не используется в образовании. Поэтому такие ребята, конечно, испытывают огромные сложности. Но неплохие успехи по нашим наблюдениям наблюдаются в детских садах. Там сегодня
сегодня подготовлен очень хороший учебно-методический комплекс. Воспитатели имеют возможность в форме игры, через мультфильмы, через какие-то интересные книжки обучать детей татарскому языку. То есть в такой ненавязчивой, спокойной форме сегодня дети имеют возможность изучать татарский язык.